Арчика козлама чад унеқна кыралар джараму. Харахчик уи адзраз напалас буавар худхадзара исайра яхахойт. Для начала давайте начнем с того, что вот вы нам разъясните, что такое бездрожжевой хлеб. Потому что технологи говорят, что нет такого понятия бездрожжевой хлеб, то есть в каждом хлебе есть дрожжи. Но в наших магазинах, пекарнях и прочем мы встречаем продукт, в котором бездрожжевой хлеб. Без дрожжевого хлеба практически не бывает. Бездрожжевой хлеб может быть на соде. Это то, что поднимает тесто. У нас это тоже дрожжи, но наши дрожжи, на которых мы работаем, они натуральные, они созданы природой. Это мука, вода и не более. Мы вот выводили эти дрожжи, они выводятся определенное время и 20 дней. И в итоге получаются кисломолочные дрожжи. Добавление хоть капли дрожжи уже не считается бездрожжевым хлебом. То есть тех дрожжей, которые мы покупаем, дрожжи промышленных. Даже капля этих дрожжей, дрожжи имеют такую вообще, размножаться, очень сильно размножается. И он дает вкус хороший, вот закваска дает вкус, но это хлеб уже не бездрожжевой. То есть он дрожжевой в любом случае, но без добавления дрожжей промышленных. Это то, что мы делаем, то, что поднимает тесто, это дрожжи, но натуральные, то, что в природе. Дрожжи могут быть и в муке, то есть самое. Конечно, дрожжи есть в муке, дрожжи есть во фруктах, виноград, там везде дрожжи есть. Это натуральные дрожжи. Что у вас здесь представлено? Я знаю, что вы специализируетесь на хлебе. Да. Но при этом вы еще вот дополняете и выпечкой, получается, да? Да. Она у вас без дрожжей или? Не вся. У нас, во-первых, весь хлеб на закваске. Есть сорта из ржаной муки, есть сорта из пшеничной муки. Первый ряд, вот этот вот первый ряд, 4 вида у нас хлеба цельнозерновых. Что это такое? Мы молим зерно и с добавлением, естественно, пшеничной муки делаем цельнозерновой хлеб. Есть у нас сливочный, это уже без цельного зерна, сливочный хлеб, очень вкусный, на сливочном масле. Есть у нас вот представлен японский хлеб, это молочный хлеб заварной. Это у нас финский хлеб, 100% рожь. Есть у нас, вот покажу вам, гречишный. Чистая гречка, тоже без добавления вообще какой-либо муки. Есть у нас рисовые. Это у нас очень много детей, страдающих сейчас вот непереносимостью глютена. И вот покупают им рисовые, гречишные. У нас в разработке еще будет гречишный из зеленой гречки. Сейчас вот мы пытаемся что-то делать. Это у нас чиабатта. Есть у нас классический хлеб дарницкий и классический черный хлеб бородинский с семенами тмина. Да. Очень вкусный хлеб. Ну, знаете, вот когда у меня спрашивают, какой бы хлеб вы посоветовали, ну, он весь очень вкусный, я даже не знаю, какой предложить. Что-то наверняка идет больше. Да, идет больше, это вермонтский серый и тортин белый, то есть оба они цельнозерновые. Это у нас вот просто они. И чиабатта. И люди могут прийти, попить кофе, съесть все эти вкусняшки. То есть бездрожжевой позиции тоже есть? Конечно. У нас есть бездрожжевые позиции, просто сегодня их нет. Мы бриоши делаем бездрожжевые, мы делаем завиванец бездрожжевой, мы делаем булочки, пышечки тоже бездрожжевые. Просто сегодня, вот после праздников, еще мы как-то не успели это сделать. Тут и на закваске, и дрожжевые. Но то, что касается дрожжи, мы готовим на пулише.
То есть с минимальным, совершенно минимальным количеством дрожжи. Мы буквально полграмма дрожжи хватает на большое количество теста. В этом мы тоже стараемся нивелировать количество дрожжи. Нана, вот закваски вы сами Да. вводите. На- Хлеб на закваске полезнее, чем на дрожжах. В чем вообще основной посыл вот этой технологии? Рассказывать это нужно просто вот сесть и рассказывать все за и против. Я ни в коем случае не хочу говорить, что там бездрожжевой хлеб лучше, хуже дрожжевого. Ни в коем случае. Каждому свое. Но то, что там нет лишнего ничего, это однозначно. Кисломолочные бактерии присутствуют, только кисломолочные. Во-первых. Во-вторых, он на вкус намного вкуснее, этот хлеб. Он не портится, он не плесневеет. Он может лежать, ну не знаю, я неделю точно, абсолютно спокойно. Через неделю его можно также кушать, даже после холодильника. Опять, это будет, наверное, не очень правильно говорить, там, что лучше, что хуже. Полезнее? Полезнее, конечно. И об этом вот гастроэнтерологи, все гастроэнтерологи, но не все, многие гастроэнтерологи присылают к нам своих пациентов именно за этим хлебом. Каждая буханка у вас делается вручную. Обязательно. Ремесленный хлеб, да. Конечно. И вот вы его все-таки в объемах Не сделаешь, нет, абсолютно. Если смотреть вот по объемам обычного хлебзавода, Да. пекарни, за там, 200 булок хлеба, 250 булок хлеба можно сделать практически за 3-4 часа. Там замесить, он выбродит, его сформовать. Да. И там сколько ферментация идет, где-то час-полтора, и можно выжаривать. Мы делаем 250 булок 30 часов. У нас не бывает такое, что вот мы захотели, допустим, нет хлеба, закончился. Не бывает, чтобы мы захотели сделать хлеб, и через 3 часа у нас был хлеб. Нет, такого не бывает. Весь хлеб должен выдержать весь процесс, 30-часовой процесс. То есть от кормления закваски, замеса теста. После замеса теста это нужно, чтобы происходило брожение при комнатной температуре. Там нужно 2 подъема сделать. И только потом мы его режем, отдыхает хлеб. И потом только формуем, убираем вот в эти корзиночки. И на 12 часов убираем его в холодильник. Да. В холодильнике он очень медленно. Еще один плюс вот теста на закваске. Если мы дрожжевой хлеб, он у нас очень быстро поднимается, то наш хлеб поднимается очень деликатно, очень медленно. И практически все витамины сохраняет. Он сохраняет все витамины. По поводу света, это самая большая наша была проблема. Когда выключали свет, в холодильнике повышалась температура, и он перебраживал хлеб. Это вообще температура там обязательно, вот не больше 8 градусов. И когда уже выкладывали в печь, он там схлопывался. И это уже не хлеб. Это зерно 2-го класса, посмотрите. Да, да. Посмотрите, какое оно. Это не то зерно, которое продается у нас фуражное. Это зерно прям со всеми Это у витаминами. вас один поставщик постоянно? Только один. Конечно, зерно очень дорогое, и каждый день оно дорожает. В чем смысл цельнозерновой муки? В том, что все зерно абсолютно полностью идет в процесс. Тут и ядро, и шелуха, то есть все витамины абсолютно перемалываются, и мы его не просеиваем, чтобы абсолютно все полезные вещи были в хлебе. Помимо зерна вы еще используете Хлебная мука тихорецкая, закваска, вода и соль. Сахар не добавляете? Нет, сахар не добавляем. Где наш мед само? Мед добавляем в какой-то хлеб, да. Занимаюсь, выпекаю хлеб.
Я уже 4 года. Со дня основания, получается. Коллективом вы работаете Да. здесь? Ага. Рабочий день, расскажите. Вот. С 5 утра до 9 вечера. Ага. С утра прихожу на работу, начинаю ставить тесто, замешиваю до 9 часов утра. С 5 утра до 9. Потом начинаю после 9 формировать тесто, резать. Сколько часов в общем вам уходит на вот выпекание подобного хлеба? 24 часа. 24 часа, чтобы довести до духовки. До этого, получается, вы работали? Да, в кондитере работал. Ага. Вы сами хлеб этот едите? Естественно, конечно, да. Кроме этого хлеба я другие не ем уже. Ага. Уже как бы. Скажите, вот сложная работа? Вот, как бы Ну, для кого как. день получается, Да, работа? для меня не сложно. Для меня не сложно. Уже 4 года работаю, как бы без выходных. Круглосуточно, можно сказать, как бы. Хруст слышен? Ой, горяченький. Вообще хлеб горячим не разрезают. Это неправильно. Он должен остыть, но мы его в любом случае разрежем. Корочка то, что надо. Да. Вот Нана, и мы понимаем, что такой хлеб 20-30 рублей стоить не Нет, может. абсолютно. Тут огромный никак. процесс, очень сложно. Но сколько грамм вот в одном? Мы режем по 640 грамм. По 640 грамм на выходе он 590-600 грамм. Он, так как тут нет для вот такого подъема дрожжи, он очень много при жарке его, Да. да, как И это. ценовая политика разнится, даже ваши хлеба стоят по-разному. Наши хлеба стоят от 100 рублей и выше, от 100 и выше. Ну, понимаете, вот чтобы сделать такой хлеб, кроме того, что 30 часов, тут абсолютно нужно поминутно, не просто там поминутно, и от начала кормления закваски до выжарки, там каждый процесс имеет огромное значение. Вот у нас был недавно, кстати, с Самвелом, что-то у нас с хлебом, ну что-то не то, вот я вижу что-то не то. И мы с ним весь процесс от начала до конца 3 дня проверяли, чтобы выяснить, что у нас не так. Выяснили, все-таки выяснили. Даже самое элементарное. При первом замесе теста, когда просто замешивается мука, вода и закваска, ни в коем случае добавлять соль нельзя. И мы поняли, в чем вот соль. Немножко забыли, и соль стали добавлять сразу. Нет, это была огромная ошибка. После первого замеса тесто должно стоять 30 минут. То есть даже и по сей день бывают ошибки. Конечно, бывают, когда он запарился, вот не получился хлеб, я говорю, Саму, давай решим, я не понимаю почему. Куда вы деваете эту продукцию, которая вот так вот не получается? Мы ее сами съедаем. На вкусовые качества она вообще никак не влияет. Но хлеб не тот вид имеет. И это уже нам не нравится. Мы его сами съедаем с большим удовольствием, уносим домой. Хлеб стоит на ферментации. Вот он уже, Да. это вчерашний, вот верхняя полка, это можно сегодня уже жарить. Он такой уже остывший. Да. Его можно уже жарить. Тоже все надо знать, когда жарить, во сколько поставил. Ну, он-то все уже как бы знает. Это все ваши работники, ваш персонал. Да, Скажите, да. кто эти люди, как вы чаще всего Да. набираете рабочий персонал? Это мои любимые люди, могу сказать. Я их ценю.
просто, ну, не знаю, это люди... Самое главное, я считаю, не какой профессионал, какой ты человек. Это очень важно. Когда я беру на работу, там, сам Вэлла брала, я всегда говорю, забудьте, что вы знали. Нам надо делать так, как мне надо. Это Лила. Она у нас пекарь, но я не знаю, это просто супер-пупер пекарь. Ей просто надо сказать, один раз показать. А то делает лучше, чем я в 100 раз. Знаете, что самое важное для меня? То, что они абсолютно ответственные, абсолютно. Не надо их проверять, абсолютно не надо проверять. Они сами знают, что им делать. Ну, вот какие у вас критерии, как у работодателя? Это люди, которые со стажем, имеют какое-то образование, или это все не важно? Это люди, чтобы имели руки и голову. Всему научить можно. Вот у нас Ева, она в прошлом поваром была. Сейчас она у нас кондитер. Вы не понимаете, как ей... Вот она постоянно что-то ищет, она постоянно вычитывает, она постоянно что-то новое, интересное. Она стала высококвалифицированным у нас кондитером. Вот правда, она с такой душой. Когда она что-то... Ей нельзя подходить, она так это все щепетильно делает. Но вот это для меня самое важное. Вот, а это у нас Анжела, мать-героиня. Славная женщина тоже, помощница, и она и убирает, и помогает. Знаете, у нас в каждой организации как бы бывает, ну, какие-то бывают промахи у пекаря. Да у меня они бывали. Я когда хлеб начинала делать, я выбрасывала кучу всего. Ну вот не дадут они мне не сказать неправду. Я никогда не ругаю. Никогда. Бывает. Но что-то не получилось. Мы все люди, мы все человеки. Да. Это человеческий фактор. Ничего. Я всегда говорю, ты поняла, в чем проблема? Следующий сделаешь хорошо. Так и получается. Нана, понятно, что ваш ремесленный хлеб, ваша выпечка пользуется спросом. Да. Планируете ли вы расширяться вот в объемах? И сегодня, допустим, вашу выпечку можно встретить только здесь. В маркеты, магазины вы не доставляете, Нет. правильно? Мы сдаем хлеб в небольших количествах. Волну, в Магнит и в 2 супермаркета. Мы сдаем их немного, ну вот где-то, наверное, по 5 булок каждого вида хлеба. Конечно, у меня есть огромная-огромная мечта иметь свой цех, и самое главное, чтобы у меня была дровяная печь. Хлеб на дровах – это вообще… Я в Очимчире хотела открыть такую пекарню небольшого размера. И мне как сказали, а кто в Очимчире покупать будет? Вот такие вопросы мне непонятны. Я говорю, понимаете, что пол Очимчире сюда приезжает, покупает здесь хлеб. Почему бы им там не сделать такой же хлеб? Ну, трудность. Найдется везде и всегда. Главное качество, Конечно, хороший продукт. конечно. И еще, что самое важное, вот я заметила, не знаю, может, это звучит высокомерно, очень высокопарно, простите заранее. Наш хлеб научил людей бережному отношению к хлебу. Наш хлеб никогда не выбрасывается, он доедается до последней корки. Если мы раньше, я сама этим грешила, мы утром покупали хлеб, там съели его кусочек, 2, и все, к вечеру мы его, на второй день мы его точно выбрасывали, там, курочкам или еще куда-то. Этот хлеб не выбрасывается. И это очень здорово, что люди научились ценить хлеб, да, может, из-за цены, но и может от того, что он все-таки сохраняется очень долго, его вкус не меняется, его можно кушать не 1 день, 3-4 дня. И он не меняет абсолютно своего вкуса. Марьяна, тех, кто производит ремесленный хлеб, у нас на пальцах одной руки. То есть их пока что не так много. Как появилась идея производить такой специфический продукт, можно сказать? Идея возникла в Санкт-Петербурге года 2-3 тому назад. С сестрами, когда поехали путешествовать, отдохнуть.
И вот зашли в одну пекарню, я попробовала хлеб, и мне он очень понравился. Он был на закваске, со злаками, и я поняла, что у нас в Абхазии нету такого хлеба. И вот так вот идея возникла, то есть отпускные, путешествия и маленькая печь. Рецептура, технология приготовления, как вы обучались? Смотрите, я вначале смотрела в интернете, искала рецепты и сама приготовила. Но помимо этого, потом, конечно же, я поехала в Сочи, обучилась у технолога. У меня хлеб 3 видов. Тортин на закваске сольном, цельнозерновой ржаной хлеб и гречишный из зеленой гречки. Технология совсем другая, не то что дрожжевое тесто, поставил за полчаса, поднялось тесто и ты приготовил. Нет, у нас очень колоссальный труд. Мы готовим, оставляем на 5-6 часов, после этого мы ставим формы и тоже оставляем на час, на 2, и только тогда мы выпекаем. Ну, как я понимаю, вода, мука, соль и время – это основные ингредиенты, правильно? Да, все верно. Но приготовление такого хлеба занимает больше времени, и сырье наверняка оно другое. Какое сырье вы используете? Вы знаете, сырье, именно вот цельнозерновой ржаной хлеб и гречишный, да, другое и подороже. И, конечно же, по работе дольше длится. А вот этот хлеб у нас цельнозерновой ржаной хлеб на закваске. Мы готовим с сольном, мы готовим с изюмом, с орехом и обычный, без ничего. А сейчас ему осталось буквально 15 минут, и он уже будет готов. Марьяна, вот вы сегодня сами принимаете участие или же вы все доверяете своим пекарям? На сегодняшний день я все доверяю своим пекарям. Арчига злама чакаро, паре уи гобзире зей гочоп. Пасан на паларкан хайдгылана усхавот. Сара занатла нас юна джергина саус узомас поваран ванза. Абаса хаджапур капица кахадзуан хазибша кухня жаус зуан ахинкали касом. Нас лалджа бас хайдша жан лалджа усван цабхабханра. Акалака жаус анова зубрина хыс. Абас хаджи патуи куцана хайдна баса усхавот хайджиги. Ача фаракамит кибзи избо мустаха яра уи гозбзира зейху пазырхан яхара закабреча саханапы зазго чай хабзи бана хгуятахны яхфо. Наса калака жауса нахва зитгедзамаз наса хаклен шахаман бзена усхван яха кафини ббацра нахти возгиqana хара важе штахабши бишиqало раха сиштемикана яха ҿыцҳалагеит аусура иаҳбап иашьҭаланы иааиуеит. Ну, конечно, амажәа напҭақәа ҳхы иаҳархәоит, досу иахәҭоу зегьы нас ишахәҭоу еиԥш ҳаҿуп, ауаҩы игәы иазеиӷьу. Иара ари ача нас арчыга амаӡам егьит, иара имаҷуп ҳанакәӡам, иара ирацәаныгьы иузыфаӡом, иара убасҟак ауаҩы игәы иазеиӷьуп, убасҟак ну, абри уажәы ак иаҳҵо чахык, хҩык ԥшьҩык ирызхо. Конечно, икапан иаҳҵоит фышә грамм иауп. Полуфабрикат ҳәа изышьҭоу нас хинкали ҳәа зырҳәо, вареники с сыром, ашә аҭаны, акартош аҭаны, апельмени ҳәа зырҳәо, убырҭ зегьы аҳҵалоит, уи зегьы нас ҳнапыла мацара иаҳҵоуп, амажәа ҳнапы адкыланы, напыла иаҳҵалоит, иҳалшо хәыҷала. В день мы выпекаем 100-120 штук. Мы доставляем свой хлеб по улице Эшпа, по Кугоне, в городе, на Званба, на Турбазе, и еще будут точки сбыта. Вообще, какой средний чек в пекарне?
Ну, смотрите, у нас разные виды. У нас, например, гречишный хлеб стоит 250 рублей, а ржаной цельнозерновой стоит 100 рублей, тортин стоит 110. В зависимости от продукции и от технологии выпечки. Уже 2 года, как мы занимаемся выпеканием полезного хлеба. Недавно расширились, у нас уже не только пекарня, у нас кондитерская, цех полуфабрикатов. Нас поддержал Минэкс, спасибо им большое, что есть такая программа, где можно реализовать себя, осуществить свою мечту. И сейчас вот мы с сегодняшнего дня открылись и приступили к своим обязанностям. Марьяна, скажите, вот хлеб на звук, на ощупь, на состояние мякоти вы проверяете каждый раз? Конечно же, мы проверяем выпекание хлеба, мы смотрим, правильно ли он раскрылся, дожарился он, не подгорел ли он. Все эти моменты, конечно, учитываются, и мы ставим определенные градусы, определенное время, и вот. Как вы скажете, есть ли спрос у такого специфического хлеба? Конечно, есть спрос у такого специфического хлеба. У нас есть люди, которые страдают болезнью целиакия, то есть аллергия на глютен, у кого диабет, кто страдает сахарным диабетом. И третий вид, конечно же, правильное питание, стройность.